Делегация Коми во главе с вице-премьером и министром сельского хозяйства Анатолием Князевым побывала в Кировской области. Наши аграрии посетили несколько животноводческих ферм, предприятия по изготовлению специализированных ковриков для коров и местный машиностроительный завод. Он готов сотрудничать с сельхозпредприятиями Коми напрямую, без посредников. Вот заинтересовались прицепом самосвальным, вот этим вот, потому что наш исхудал, скидку предлагают, поэтому, вот, и комбикормовой установкой. У нас в республике Коми зерно не растет. Вот, покупаем мы готовые комбикорма, поэтому вот это вот как нельзя, кстати, можно было бы использовать в нашем хозяйстве. Новинка завода – линия гранулирования, которую можно использовать как для переработки отходов лесопиления, так и для производства гранул витаминной и травяной муки для животных. Подводя итоги поездки, министр сельского хозяйства Коми Анатолий Князев отметил, что наши аграрные предприятия немного уступают своим южным соседям. Условия материальной базы не лучше, чем у нас, зарплату получают не выше, чем у нас, но результаты, по крайней мере, на 20-30% выше, чем у нас. Поэтому мы обошли ряд хозяйств, и в том числе и фермерские хозяйства, посмотрели, какую технику используют, какая кормовая база. Конечно, кормовая база лучше, чем у нас по погодным условиям, но в то же время хочу сказать, что они субсидию, помощь не получают за молоко, ни рубля, ни копейки. Субсидии не получают на строительство новых ферм, тоже ни рубля, ни копейки. Напомним, соглашение о сотрудничестве два региона заключили еще в 2006-м и с тех пор регулярно обмениваются опытом в самых разных областях. Так, в конце августа наша делегация посетила Кировскую область для обмена опытом в социальной сфере.